При идеальных погодных условиях и правильному возделыванию почвы эта сельхозкультура за лето достигает высоту порядка 3 метров, почти 2 средних человеческих роста. Именно такая в этом году уродилась в хозяйстве фермеров Никифоровых. Название этому чудо-корму для скота – суданская трава. Пробираться сквозь плотные заросли кормового гиганта в пик его созревания крайне сложно. Здесь даже можно заблудиться, однако фермеров это не пугает. Такому количеству растительности Никифоровы очень рады. Самая лучшая трава такая вот у нас. Зеленой массы от нее много, очень много. Прям объем хороший набирается, здорово набирается. Более того, богата трава протеином, сахарами, белком. Оказаться в этом сегменте пастбищных просторов коровам остается только мечтать. Доступ сюда скоту откроют лишь после завершения уборочной, когда вновь пробьются стебельки и листья суданки. В этом году еще посеяли подсолнух, горох, овес, кукурузу. Вот самая лучшая суданская трава и подсолнух. Хороший урожай прям дал. В общем, кормы 100 гектар посеяно. Вот нам как бы 100 гектар хватает. На наше поголовье хватает 100 гектаров. Рубленую смесь из всех выращенных культур фермеры утрамбовывают в силосные ямы. Этим летом в хозяйстве появилась вторая, а это возможность запастись кормом не на 1 год вперед. Оба подземных хранилища вместят в сумме около 1500 тонн сочной массы. На ее закладку важно потратить не больше 5 дней, иначе трава испортится. Чтобы уложиться в столь рекордные сроки, небольшой фермерский коллектив трудится, не покладая рук. Моя обязанность с 6 часов утра и до 10 это дело все прикатывать. Определяет, так вот трактор не проваливается, значит прикаталось. Если вот тонет, значит плохо. Помимо силоса, на зиму 200 голов скота хозяйство заготовит еще и сено. Покос в этом году вовремя не дали начать дожди, поэтому он перейдет и на сентябрь. К холодам Никифоровы планируют запасти около 2000 тюков сухой травы. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.